красивые слова. Мишура. Специально делается так. 50% правды, а 50% или 150 лжи. Заворачивается в красивую обертку и дается. Ну для этого уж как раз развлечение. Сохраните свой разум. Правильно усвоенные знания и ближайшее окружение во многом формируют человека как личность в современном обществе, уверены гости сегодняшнего мероприятия. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Эта пословица актуальна как никогда. Поэтому, чтобы не попасть под пагубное влияние лжеидеологов, учащимся настоятельно рекомендуют огородить себя от сомнительных знакомых и полностью сконцентрироваться на учебе. Когда вам делают замечания, вы почему-то сильно обижаетесь, вместо того, чтобы осознать свое поведение и исправиться в лучшую сторону. Родители всегда уверены, что их ребенок самый честный и порядочный, и бывает даже не подозревает о том, как их чадо ведет себя в учебном заведении. Поэтому не подводите своих мам и пап, а вместо этого посвятите свое время учебе. Поводом для проведения очередной беседы со студентами стали недавние трагические события в регионе, когда двое человек напали на пост ДПС в Магасе, в результате чего один сотрудник погиб и трое получили ранения различной степени тяжести. Дело в том, что один из нападавших, ликвидированных на месте, оказался бывшим студентом колледжа. По словам религиозных деятелей, ничего кроме тяжкого греха он этим поступком не приобрел. Своим поступком этот парень создал проблемы для всех жителей нашего региона. В первую очередь, убив невинного человека, он заслужил себе место в аду. Также он принес горе семье и родственникам убитого, не говоря уже о своих родителях и близких ему людей. Такое страшное преступление ничем нельзя оправдать. Убийство человека в исламе является вторым по тяжести грехом после многобожия. Также в Священном Коране сказано, что грех за лишение жизни одного невинного человека приравнивается к убийству всех людей на земле. По словам религиозных деятелей, никто не имеет права покушаться на чужую жизнь, прикрываясь тем, что совершает богоугодное дело. Убив верующего мусульманина, о каком джихаде на пути Аллаха может вообще идти речь? За все время своей проповеднической миссии пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, всего один раз убил неверующего человека в борьбе за религию ислам. Он никогда не выходил на войну без дозволения на то Всевышнего. А за кем следует и чего хотят добиться террористы, остается загадкой для всего человечества. Чаще всего именно в учебных заведениях происходят попытки вербовок молодежи в незаконные ряды. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди понимали, кому стоит прислушиваться, а кого необходимо избегать по мере возможности. Людям внушают неправильную вещь, можно сказать, чушь. И многие парни на этом верят этому и идут, например, очень много ошибок делают, как это было у нас недавно, вчера, 31 декабря. Я считаю, что терроризм и экстремизм очень пагубно влияет на нашу молодежь. Многие подвижны к этому, так как большее время они сидят в интернетах, читают ненужные статьи. Такие мероприятия очень важны для нас, и от этих мероприятий мы получаем много пользы, так как мы узнаем, что можно, а что нельзя. Регулярные беседы с учащимися образовательных учреждений на тему религиозно-нравственного воспитания – это один из ключевых методов борьбы с экстремизмом и терроризмом. К этому мнению пришли все участники сегодняшнего мероприятия. Цель этой работы – это минимизация подобных проявлений. Цель нашей работы – это профилактика, донесение до юных умов, что религия, что и светская жизнь, светские законы сегодняшней Российской Федерации декларируют мир, дружелюбие и терпимость в обществе. Впредь подобные встречи будут проводиться раз в месяц в стенах этого и других учебных заведений республики. Экстремизм, ровно как и терроризм, относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности. Это не что иное, как насилие для того, чтобы вызвать панику, внушить страх и разрушить государственный порядок. По сути, всему человечеству объявлена война без границ и фронтов. Поэтому борьба с терроризмом, оказание помощи его жертвам и поддержание в мире атмосферы активного неприятия террора требует объединения усилий всего нашего народа. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.